В 2024 году исполняется 100 лет ингушской государственности. Наша республика готовится, наверное, к самой значимой в национальной истории дате. И эта подготовка предполагает не только празднование, но и осмысление всего, что связано с ингушской государственностью, обращение к судьбам людей, внесших вклад в становление и развитие Ингушетии, дань их памяти. Одно из самых главных здесь – имя Идриса Зязикова, человека, по праву признанного основателем ингушской государственности. Я думаю, каждому ингушу хорошо знакомо имя Зязикова Идриса Бейсултановича, без всяких преувеличений выдающегося государственного, общественно-политического деятеля Ингушетии 1920-30-х годов, который оставил очень заметный след в истории не только Ингушетии, но и Северного Кавказа, да, и истории, скажем так, первых десятилетий становления советской власти в стране в целом. Идрис Зязиков – это, пожалуй, в тот период нашей истории, нашего народа, это был самый популярный, самый известный, самый такой человек, который в судьбе ингушского народа в то смутное очень время сыграл выдающуюся роль. И, безусловно, я считаю, что его заслуги, они должным образом не оценены, хотя есть и публикации, есть у нас ученые, которые специально посвящали целый ряд материалов, архивные материалы поднимали. Идрис Зязиков родился 31 января 1896 года в ингушском селении Барсуки. Его отец Бейсултан, один из первых ингушских просветителей, преподавал в Назрановской горской школе. Как известно, это первая школа Ингушетии. Бейсултан Зязиков – первый учитель ингушской национальности со специальным педагогическим образованием. Дедушка мой – это один из первых учителей ингушей. До этого в горской школе, в общем-то, преподавали назначенные туда русские учителя. Это была первая школа в Ингушетии, в которых обучались дети. И этой школе очень много внимания уделял дедушка. Он хотел, чтобы дети ингуши учились. Ну и в его же классе учился и Идрис. Естественно, Идрис имел возможность читать больше, значит, знать больше и так далее. Поэтому он успешно поступил в реальное училище, значит, в Владикавказ. Очень хорошо его, значит, закончил, с отличием, с грамотами. После успешного окончания первого реального училища Владикавказа Идрис в 1914 году поступает в Московский сельскохозяйственный институт, сегодня Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Но ему не удается завершить обучение из-за известных революционных событий в стране. В 1917 году Идрис Зязиков возвращается в Ингушетию и активно включается в происходящие на Северном Кавказе общественно-политические процессы. Ингушетия того периода была как бы в самом центре внимания всех в сопоставлении с другими народностями Северного Кавказа. То есть революционный дух, борьба за справедливость, за торжество справедливости, за разрешение тянувшихся длительное время процессов ущемления их прав, они активно взялись за это дело. Идрис Зязиков, будучи тогда студентом Тимирязевской, ныне Тимирязевской сельскохозяйственной академии, активно включился в революционную борьбу, приехал на Кавказ, сюда, в Ингушетию, возглавил здесь партийную работу с большими великими революционерами Орджоникидзе, Кировым и многими другими такими известными лицами.
Природный ум, образованность, принципиальность, порядочность, многие другие качества, которыми обладал наш герой, и определили его путь. В период становления советской власти, образования и существования Горской республики Идрис занимал ключевые посты. Когда после распада Горской республики 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область, для руководства страны было очевидно, что возглавлять Ингушетию должен Идрис Зязиков. Первоначально, когда образовалась Горская республика, куда входили все республики – Чечня, Кабарда, Осетия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, он был сначала заместителем, а потом и председателем ЦИКа Горской республики. Когда из Горской республики вышли Кабарда, Карачаево, Чеченская автономная область, там остались Осетия и Ингушетия и Казачий округ, то Идрис Зязиков, оставаясь председателем ЦИК, пока еще называвшейся Горской республики, там было сформировано, когда вышли эти республики, области, было сформировано Владикавказское бюро Северокавказского крайкома во главе с Зязиковым. После этого, когда уже разделились Казачий округ, Северная Осетия и Ингушетия, Зязиков был единогласно избран секретарем Ингушского обкома ВКПБ. После разрухи гражданской войны, что творилось на Северном Кавказе, наши села лежали в руинах. Икажево, Сурхахи, Кантышево, Далаково. Эти села, они были сожжены деникинцами. И, восстановить все это, сделать так, чтобы народ поверил в будущее своей маленькой родины, Ингушской автономной области. Это надо было, конечно, иметь колоссальный авторитет и личное мужество. За короткий срок Идрису Зязикову и его соратникам, в числе которых были лучшие представители нашего народа, удалось вывести Ингушетию на высокий уровень по всем направлениям. Наряду с промышленными объектами открывались культурные и научные учреждения, развивалась сеть образовательных и лечебных учреждений. Конечно, все это требовало неимоверных усилий и было сопряжено с множеством трудностей. Бабушка рассказывала. Сняв себе одежду, лечь, отдохнуть он не мог, потому что в любое время звонили, в любое время приезжали, а звонили тогда был такой телефон, когда он секретарем обкома работал, приезжали ночью, он всех принимал. В любое время к нему была открыта дверь, и он говорил, я не могу, лечь с тем, что я буду знать, что до утра я буду спать. Этого у него не было. Это действительно хозяйственник, тот человек, который нужен был, оказался в нужное время на нужном месте. Человек, который очень умело руководил нашей областью, зная характер, менталитет нашего народа. Вот. Он всегда добивался в плане экономического развития, в плане культурного развития того, что хотел. И вот этот действительно период с 24 по 34 год, это в основном заслуга, конечно, и его команды, но в первую очередь Идриса Зязикова. Это был момент, когда малочисленный ингушский народ, намного в количественном плане меньше, чем другие народы Северного Кавказа, стояли вровень, а то и впереди других народов, шли в авангарде развития. Строились заводы, строились цеха, особенно в горной местности, деревообрабатывающие цеха были. Основное промышленное производство было в городе Владикавказе. Развивалась культура. Там, где не хватало специалистов, Идрис беспокоился и просил крайком партии Северокавказский, чтобы оказали помощь, дали специалистов.
Поэтому часть специалистов, часть работников автономной области, и партийных, и в исполнительных органах были пришлые, в основном русской национальности. Надо им тоже отдать должное. Они работали, не покладая рук, и делали все возможное, чтобы Ингушетия получила хорошее развитие. Большинство ключевых объектов и учреждений Ингушетии того времени было сосредоточено во Владикавказе, но ряд значимых проектов реализовывался и на остальной территории. Некоторые из них мы посетили вместе с директором Ингушского государственного музея краеведения Магометом Саговым. Когда началось строительство Ингушской автономной области, сельское хозяйство достигло самого наилучшего показателя. То есть здесь были развиты колхозы, совхозы, и даже построили элеватор и мельзавод, который мы сейчас видим. Двор был приспособлен под зернохранилище, под элеватор, под мельзавод. Эта территория только для этого и использовалась. Мы находимся у здания аграрного техникума. Раньше он назывался сельхозтехникум. Он возник как раз построен во время существования Ингушской автономной области. Техникум имени Идриса Зязикова. Помимо социально-экономических задач, Идрис Зязиков и другие ингушские деятели того периода решали серьезные административные проблемы. Приходилось решать такие важные вопросы, как определение границ административных ингушской автономии, с чем также довольно успешно руководство автономии в лице Идриса Зязикова и его соратников справлялось. Огромную роль также вместе с Идрисом Зязиковым в этих вопросах сыграли и Налук Мальсагов, председатель исполкома Ингушской автономной области, Альдиев Султан, один из руководителей Ингушской автономии, также в того времени руководитель земельного управления Ингушской автономной области, бывший царский полковник, известный в период гражданской войны, первый командующий еще до Хизира Арцханова всеми вооруженными силами Ингушетии, они так назывались на тот момент, в 18 году, это Муса Саутиев. Он тогда был руководителем земельного управления. Вот эта команда, она решала все эти вопросы. Ключевой вопрос, являвшийся для Ингушетии, а следовательно и для Идриса Зязикова и его команды принципиальным, вопрос о Владикавказе и о том, чьим центром он в итоге должен стать, руководством страны оттягивался. 13 октября 1928 года на бюро Северокавказского крайкома партии под заголовком о городе Владикавказ стал этот вопрос. Были приглашены Идрис Зязиков, руководство Северной Осетии, и Горчханов Али там присутствовал. Без обсуждения, без всяких получения согласия ингушской стороны было волевым решением принято постановление Бюро Северокавказского крайкома партии о передаче Владикавказа в состав Северной Осетии. Конечно, с этим не согласились ни Идрис Зязиков, ни Али Горчханов, и они написали там же особое мнение в этом полуторастраничном документе, описали и этим самым доказали, что Владикавказ должен быть передан Ингушской автономной области. Они действительно понимали, что без города Владикавказа это развитие, полноценное развитие, без центра как городского, а больше не было. Назрань и все остальные это были фактически селения, там не было никакой инфраструктуры и так далее. Без города развития автономии быть не могло. У меня есть этот документ, их особое мнение. Идрис Зязиков выехал в Москву, добивался длительное время встречи у Сталина, добился и привез оттуда решение о
приостановлении этого решения. В декабре того же 28 года Оргбюро ЦК КПСС в Москве выносит постановление о снятии вопроса о передаче Владикавказа Северо-Осетинской автономной области. Причем документ подписан Сталиным. Конечно, Идрис Зязиков понимал, что происходит и к чему в итоге это все приведет. Как понимали степень сложности и опасности сложившейся ситуации и другие ингушские деятели. Но вместе с тем руководство Ингушетии знало, что нужно биться за город, чем бы это ни закончилось. Когда шла борьба за город Владикавказ, Серго Орджоникидзе работал тогда министром тяжелой промышленности уже СССР. И, имея приятельские отношения с Идрисом Зязиковым, Серго Орджоникидзе порекомендовал Зязикову отказаться от этой борьбы, согласиться с передачей, все равно город будет передан, там обратной дороги нет. Я дам тебе завод автомобильный, построишь завод у себя в области, создашь рабочие места для людей, и таким образом развитие автономной области будет идти в горы и так далее. Но Идрис Зязиков сказал: меня не поймут, если я оставлю город, если я уступлю город, меня народ не поймет. Вот эта принципиальная позиция в этих принципиальных для развития Ингушетии вопросах стала итогом того, что Зязиков в итоге он был подвергнут репрессиям. В марте 1929 года было заседание бюро Северокавказского крайкома партии, и там рассмотрен вопрос о работе Ингушского обкома партии. Рассмотрели, но попытка его каким-то образом наказать на этом бюро провалилась, потому что он ошибки признал, сказал, что надо сделать, как он дальше будет работать. Наказания он избежал. В центре и Северокавказском крае продолжала разворачиваться кампания по дискредитации ингушского руководства. В итоге в 1929 году Идрис Зязиков был отстранен от должности секретаря Ингушского обкома партии под предлогом необходимости дальнейшего обучения и направлен на курсы марксизма в Москву. Идрис Зязиков приезжал в тот период с учебы на каникулы в Ингушетию. И, естественно, он пользовался здесь авторитетом, уважением. Он встречался с коммунистами и с действующими во власти, я имею в виду, и теми, кто когда-то работал, а в тот момент уже не работает. Общался, и с простыми людьми общался. Ему жаловались на Черноглаза, искали у него совета, просили подсказать, что делать. Идрис сам встречался неоднократно с этим Черноглазом, давал ему советы, но эти советы Черноглазом были проигнорированы. С самого начала этот самый Исидор Моисеевич Черноглаз повел себя не лучшим образом. Начал открытым способом издеваться над ингушами, над верой, над исламом, над стариками, создал союз безбожников, себя назначил председателем этого союза, а терпеть такое было невозможно. И в конце концов, в феврале 30 года, не проработав и год, когда возвращался утром из Мужичи, Исидор Черноглаз был убит. Он и сопровождавшие его лица были убиты. Идрис Зязиков был арестован через некоторое время, обвинив в идейно-политической подготовке этого убийства. Была арестована и сидела под следствием его жена Жанетта. Через некоторое время Жанетту отпустили, а Идриса приговорили к смертной казни.
но вмешался Серго Орджоникидзе и Микоян. Смертная казнь была заменена на 10 лет тюремного заключения. Говоря об Идрисе Зязикове, нужно отдельно сказать о его супруге Жанете, дочь полковника царской армии Ярыча Хантыгова, проживавшего, как и семья Зязиковых, в селении Барсуки, человека авторитетного, уважаемого в народе. Жанета получила прекрасное образование. Как и Идрис, обладала исключительными нравственными качествами и стала для мужа настоящей опорой во всем. Ей пришлось пройти наравне с Идрисом через все свалившиеся на него испытания. Для того, чтобы очернить имя Идриса Зязикова, власти использовали всевозможные методы, прибегали к лжесвидетельствам. Моя мама вместе со своей мамой ездили, значит, в Ростов-на-Дону, где судили, проходил процесс, где судили Идриса Зязикова, еще несколько человек за организацию якобы убийства Черноглаза. Идрис говорил, не повышая голос. Мама говорит, он вообще говорил тихо. И все замолкали и прислушивались к его, значит, выступлению. Там же прозвучали его слова. Это когда ему дали последнее слово. Мне очень обидно, он сказал, что та власть, за которую я отдавал лучшие годы своей жизни, за которую боролся, и если мне дали бы и сейчас возможность, и продолжал бы это делать, что эта власть, поверив людям, которые являлись недругами этой власти, врагами этой власти, поверив этим людям, что не верят мне, не верят другим коммунистам, которые выступают в мою защиту, а верят этим людям. Когда привели этих людей, которые писали, что якобы Идрис Зязиков организовал это покушение и так далее, когда этих людей привели, они утверждали, что Идрис, значит, Зязиков заплатил большие деньги им за то, чтобы они убили Черноглаза. Они утверждали, что вот они пришли к дому Идриса Зязикова, а тогда этого дома уже не было. Идрис вынужден был свою семью перевести в Владикавказ, потому что покушения были, потому что облавы были, потому что поджоги были, вот, стреляли в окна и так далее. Он вынужден был это сделать, он семью перевез. Якобы вышла мать Идриса Зязикова, вот, у нее в подоле были эти деньги, имеется в виду фартук, они сказали, фартук, вот, и эти деньги она им отдала. На что судья говорит, а там, значит, посадили нескольких женщин, бабушку посадили. Вот среди этих женщин, которая из них вам деньги передала? Они посмотрели и говорят, а тут среди них ее нет. Ну, это все, казалось бы, да, но нужно было Идриса подвести, нужно было его расстрелять, и поэтому и это не было принято во внимание. Как уже говорилось, благодаря вмешательству Серго Орджоникидзе и Анастаса Микояна расстрел был заменен на 10 лет лишения свободы. Идрис отбывал срок в лагерях НКВД в Коми. В 1935 году по решению Президиума Центрального исполнительного комитета СССР Идрис был освобожден. Он направился в Москву, где жила и работала Жанета, но ему отказали в прописке. Идрису пришлось перебраться в Тулу, где он устроился на завод планировщиком. Но эта относительно спокойная жизнь продлилась недолго. В октябре 1937 года Идрис Зязиков и его супруга вновь были арестованы. Их направили в тюрьму НКВД в Грозном. После нескольких месяцев пребывания в грозненской тюрьме 5 июля 1938 года, не выдержав многочисленных пыток, Идрис Зязиков умер. По некоторым сведениям, его тело с телами других заключенных захоронили в общей могиле в так называемой Тыртовой роще на окраине Грозного. Бабушке пришла весть, что его, значит, похоронили, и якобы есть человек, который может показать, в какой именно яме. Потому что
Там была такая система. Яма заполнялась, ее закрывали, засыпали, вернее, вот, и вырывалась новая яма. Когда об этом бабушка узнала, она сообщила об этом, значит, двоюродному братья были у Идриса со стороны отца. И брат Ахмед, они поехали туда, в Тыртову рощу. И им якобы показали эту яму. Она была засыпана, но, как рассказывала бабушка, мама говорит, днем нельзя было это делать, ночью можно было только. Они наняли еще каких-то двоих людей, и они пытались раскопать эту яму. Они копали там, они пытались найти тело Идриса, но это было невозможно, потому что они все были на одно лицо, и оказывается, яму, прежде чем засыпать землей, обрабатывали известью, чтобы тела быстрее разлагались, чтобы даже память об этих людях, даже в земле, чтобы их нельзя было найти. И они ни с чем вернулись. В 1939 году дело Идриса Зязикова было прекращено. В декабре 1940 года за недоказанностью предъявленных обвинений освободили из Грозненской тюрьмы его супругу Жанету. Мама рассказывает, когда тетя Женя вышла из тюрьмы, она была совершенно седая, а ей было 35-36 лет. Она была настолько изнемождена, что ее брат на руках внес ее в дом. Сколько всего еще пришлось пережить Жанете? Депортация ингушского народа, возвращение на родину. Оставшуюся жизнь Жанета Зязикова посвятила тому, чтобы Идриса реабилитировали, чтобы жила память о нем. Хочу вспомнить, говоря об Идрисе Зязикове и его трагичной странице истории, да, жизни, о Жанете Зязиковой. После возвращения ссылки нашего народа она возглавила Чечено-Ингушский объединенный музей и работала до 1969 года. И я хочу отметить вот такой факт, будучи директором, она сделала все-таки выставку и экспозицию о муже секретаря Ингушского обкома ВКББ и Лида Хантыгова, родственница близкая, нам рассказывала здесь в музее, когда передавала тоже материалы нашему музею, что она сделала шторки на стенде вот Идриса Зязикова. Когда гости, посетители заходят, и она их раскрывала, эти шторки, и показывала, и сама проводила экскурсию в музее. Под запретом была эта тема. А потом, при завершении своей экскурсии, она и закрывала этот стенд. Она собирала и материалы, она обращалась к руководителям государства, чтобы реабилитировали первого руководителя Ингушской автономной области, и добилась своего. Она была директором музея в Грозном. И вот там была маленькая фотография Идриса и несколько слов о нем, как об участнике гражданской войны для установления советской власти на Кавказе. Больше ничего. Но, сказала тетя Женя, я не доживу. Ты, может быть, доживешь. Я думаю, ты доживешь до тех времен, когда о нем будут говорить. Это ее слова. Эти времена наступят, потому что если говорить о республике, невозможно о нем не говорить. А республика будет. Она в это свято верила. С началом перестройки, когда на многие темы были сняты запреты, в прессе стали появляться различные публикации по белым пятнам истории, исследователи обратились и к личности Идриса Зязикова. В 1989 году я был направлен в Ростовскую общепартийную школу. И с самого начала решил выбрать тему дипломной работы, чтобы она в последующем была полезной. И эта тема была межнациональные отношения на Северном Кавказе.
нашел руководителя в этой школе высшепартийной. И он рекомендовал мне поработать в архиве, в Ростовском партийном архиве. Как раз этот архив находился в стенах высшей партийной школы. Был там фонд, 7-й фонд, Северокавказский крайком партии называется. Туда входила в то время и Ингушская автономная область. Изучая материалы, документы, обратил внимание, что чуть ли не через каждый лист, документ звучит имя Идриса Зязикова. Ну, я заинтересовался, естественно. Его жизнь является примером того, как, если ты патриот и реально заботишься о своем народе, о своей республике, о своей области, как надо служить своему народу. О нем написаны книги, кроме тех, что лежат на столе. Был у нас историк Ерещенко, в Чечено-Ингушском университете работал. Он написал книгу «Гордость народа» называется. Вообще все его книги, заголовки всех его книг, в заголовках присутствует обязательно слово «народ». Это не случайно, это связано с тем, что он все отдавал и отдал интересам своего народа. Первая книга об Идрисе Зязикове «Верой и правдой» написана известным ингушским писателем Саидом Чахкиевым. Нужно сказать, что эту работу об Идрисе Зязикове особо отмечают многие. Во второй половине 80-х годов XX века Саид начал работу по сбору материалов о выдающемся ингушском сыне Идрисе Бейсултановиче Зязикове. До этого, в конце 60-х годов этого же столетия, он обратился в Краеведческий музей Чечено-Ингушетии по поводу героического сражения ингушского народа. Тогда в это время Саид писал роман свой третий «Волчьи ночи». Директором в это время там работала Жанета Ярочевна Хантыгова, вдова Идриса Бейсултановича Зязикова. Посетовав на то, что материала почти об этих событиях нет, она порекомендовала Саиду обратиться к ученому-историку Мураду Базоркину, что Саид потом и сделал. В процессе беседы Жанета Ярочевна рассказала некоторые сведения о жизни и деятельности своего супруга. Вот тогда, в этот момент, Саиду и захотелось написать об этом великом человеке. Но в тот момент Саид работал над романом и одновременно над пьесой «Вдвоем и наедине», и работа отложилась. К сожалению, когда Саид Чахкиев смог вернуться к этой теме, ушли из жизни многие, кто знал Идриса Зязикова лично и мог о нем рассказать. Самый главный человек, который дал бы бесценные сведения об Идрисе, его супруга Жанета, умерла 28 марта 1982 года. Тетя Женя умерла без нас. Мы были в Казахстане. Мы узнали только потом. Она жила со своим братом, с племянниками в Грозном. Да, на улице Красного Фронтовиков, рядом с театром Лермонтова, был их дом, квартира, вернее. Саид каждый день, выходя на поиски материала, он обращался и в другие музеи ближайших республик, но материала почти не хватало. Оставшие живых некоторые писатели Чечено-Ингушетии, чеченские, ингушские, давали кое-какие сведения. Так, какие-то сведения Саид получил тогда от известного чеченского писателя Халида Ашаева, от Идриса Базоркина. Но в данный момент Саид очень нуждался в документальном материале. И в этом ему тогда очень помог бывший слушатель Ростовской высшей партийной школы ЦК КПСС Азиз Яндиев. Когда Саид заканчивал работу над своим произведением,
Ему очень нужен был материал о последних днях Идриса Бейсултановича Зядикова, когда в Ложинской тюрьме истязали и в конце концов убили его там. Но, правда, морально и духовно они не смогли сломить его. Об этом Саиду рассказал бывший прокурор Чеченной Ингушетии Хасан Мехтиев, который тоже в это время сидел в тюрьме и видел, как выносили на носилках бездыханное, безжизненное тело Идриса Бейсултановича Зядикова. Книга эта вышла в 1991 году в Республике Адыгея в издательстве города Майкоп 15-тысячным тиражом. Это была первая книга, которая была написана об этом великом человеке, истинном сыне ингушского народа. В 1989 году, когда вышел указ, позволяющий писать о так называемых белых пятнах истории, вышла статья племянницы Идриса Бейсултановича Зядикова, старшего инженера Назарановского завода «Электроинструмент». В 90-х годах появилась статья Зядиков, кандидата исторических наук Ерещенко. Потом появились статьи самого Азиза Яндиев. Их было несколько, и другие статьи. Обратился к личности Идриса Зядикова Саид Чахкиев и в своем творчестве. Пьеса «Террор» в ингушской драматургии – одно из самых известных и отмечаемых произведений. В 1997 году Саид заканчивает работу над пьесой «Террор». Он решил показать образ Идриса Бейсултановича Зядикова на сцене, чтобы люди видели, какой он был человек, с кем он общался, кто были его враги, недруги. Министерство культуры Ингушетии принимает на постановку спектакль Саида. Главную роль Идриса Бейсултановича Зядикова была поручена молодому актеру Руслану Зангиеву. На постановку спектакля был приглашен заслуженный работник Кабардино-Балкарии Борис Кулиев. И буквально перед постановкой вышла афиша «Террор». Тогда очень скромно все было. И как мог театр, так он, понимаешь, афишу тогда и выпустил. Репетиция шла полгода, и 28 мая 1998 года состоялась премьера. Товарищ Зядиков, вы заходили, скажите, прежде чем прийти ко мне? Да, заходил. А вы уже знаете об этом? Я все знаю. Гражданин Зядиков, наше терпение не бесконечно. Последуйте моему совету. Признавайтесь. Идрис Сидуадия. Идрис Дедов Годия. Магандерстан. Идрис Валар. Вазот Валарды. Изваландерді халі шийца. Шийтай бахадырыш. Извалар шийсил. Ухдален малды чамылды қашы незірдалч. Шийхама халқыр. Я помню этот день, потому что зал был очень оживленным, в фойе зала было очень много людей, и перед входом в зрительный зал стоял портрет Идриса Бейсултановича Зядикова. Это была работа нашего талантливого, замечательного художника Эсмурзиева Зелимхана. Материалы об Идрисе Зядикове сегодня хранятся в фондах Ингушского музея краеведения Государственного архива Ингушетии. Ведется работа по поиску новых источников информации. Первый материал, который лег основу
Тогда еще не афишировалось это. Этот материал был собран Туганом Мальсаговым. Потом приносили материалы родственники. Нам материал передал, ксерокопированный материал из архива, госархива Мурат Магомедович Зязиков. И сегодня, как мы видим в нашей экспозиции, эти материалы размещены и находятся в фондах нашего музея. Это книжный материал, который впервые был систематизирован и выпущен Саидом Чахкиевым, а сегодня на эту тему очень большой обширный материал собирает и издал материал Абдул-Азиз Яндиев, и нашими сотрудниками очень много материалов изданы и в газетах, и в журналах, и в различных изданиях. Мы издали 10-й выпуск нашего архивного вестника Государственной архивной службы. Только-только вот получили, это, можно сказать, один из первых экземпляров из нашей типографии. И первый же материал, который мы открываем, этот архивный вестник, а он у нас приурочен и посвящается 30-летию Государственной архивной службы и предстоящему нашему юбилею, столетию ингушской государственности. И, соответственно, тематику мы также подобрали как бы вот к этим двум датам. И первый же материал, который здесь помещен, он посвящен именно Зязикову Идрису Бейсултановичу. Это его автобиография, это архивное дело архивного. Биография, написанная, составлена лично им. Так и называется «Моя биография». То есть этот документ у нас будет опубликован впервые. Не могли мы не посетить родное село Идриса Зязикова Барсуки. И пусть нет уже того дома, где он родился, жил, но здесь жива память о нем. Центральная улица носит имя Идриса Зязикова. В его честь названа одна из самых красивых школ в Ингушетии. Вот это село, это родное село Идриса Зязикова. Идрис Зязиков здесь в селе уважаемый человек, и его знают все, даже вот мой отец его знал хорошо, Идриса Зязикова. И село связывает очень многое с Идрисом Зязиковым. Мы находимся на месте, где родился и вырос, жил Зязиков Идрис Бейсултанович. Вот примерно вот в этом районе, ну, от этих домов, от этого сейчас ничего не осталось, а здесь другие люди живут. Это другой населенный пункт, Гамурзиева. От былого ничего не осталось. Все это уже сейчас совсем другое. И не скажешь, что и памятника такого ничего здесь нету. Ну, люди знают, что он здесь родился, жил, вырос. В данное время мы находимся на улице Зязикова имени Идриса Бейсултановича. Вот рядом с нами школа. Когда вопрос стал, чьим именем назвать школу, все жители села в один голос назвали имени Идриса Бейсултановича. Мы гордимся тем, что наша школа носит имя Идриса Бейсултановича. Ежегодно в день рождения Идриса Бейсултановича у нас в школе проводятся классные часы и мероприятия, посвященные легендарному нашему земляку, односельчанину. Такие мероприятия, классные часы тематические, необходимо проводить часто, чтобы дети, подрастающее поколение помнили о людях, которые стояли у истоков ингушской государственности. Идрис Бейсултанович Зязиков – это один из лучших примеров для подрастающего поколения. Один из самых масштабных проектов, запущенных при Идрисе Зязикове – строительство Алханчурского канала. Благодаря реализации этого проекта в те годы была решена проблема с водоснабжением огромной территории. Сейчас мы в данное время находимся на Алханчурский канал. Вот Алханчурский канал, вот трубы. Этот канал начал строиться где-то примерно 28-29 год. И все это начал строить Идрис Зязиков. При его бытности непосредственно он ездил в Москву, встречался с Сталиным. С его одобрения этот канал он начал строить. И закончился этот канал примерно где-то в 1939 году. Проектирован он был еще до революции, еще царская Россия.
был проект. Тогда люди, когда была образована Ингушская область, тогда знающие люди сказали ему, что вот так и так, есть проект, надо его посмотреть и добиться, чтобы людям дали воду. И вот он за эту работу взялся, съездил в Москву, договорился с Сталиным, нашел хорошего инженера, который отказывался ехать сюда. Этот инженер ехал в Сибирь на какую-то гигантскую большую стройку, то ли ГЭС строить, то ли какой-то большой завод строить. Но Идрис добился у Сталина распоряжения, чтобы он поехал сюда. Когда, говорит, первая вода наверху там поднялась, тогда мужики, наши старейшины рассказывали, вот этот инженер, который его строил, да, он, говорит, заплакал. У него, говорит, на глазах появились слезы. То, ну, наверное, от радости, наверное, не думал, что вот так можно воду поднять. Это канал, который был прорыт рукотворно, руками наших людей, наших дедов, прадедов. Многие районы Ингушетии, которые не орошались, из-за этого канала, проложенного с Терека, начали орошаться. Из родных у Идриса остались племянники. Они не забывают о дяде, берегут память о нем, оказывают содействие всем, кто занимается исследованием и освещением его жизни. У них же детей не было. Вот считайте, что вот мы, я и моя сестра, и вот есть те, которые, как его, их дети, отдают им должное. Коран читаем каждый месяц, имеется в виду месяц Рамадан. Для них совершили хадж, посылали людей и для тети Жени, и для него. Имя Идриса Зязикова носит главный проспект столицы Ингушетии Магаса. Здесь расположены основные административные, культурные, образовательные учреждения города и республики в целом. В преддверии столетия образования ингушской государственности планируется открытие в Магасе памятника. 100 лет исполняется 7 июля 2024 года. В этой связи комиссия в числе других мероприятий приняла единогласное решение, поддержанное и по инициативе главы Республики Калиматова, об установлении памятника на первому руководителю нашей республики Идрису Зязикову. Мне глава поручил заниматься этим вопросом вместе с комиссией. Комиссию у нас возглавляет министр, общую комиссию возглавляет министр культуры России, его заместителем определен Калиматов, руководитель. У нас здесь непосредственно мероприятиями руководит министр культуры наш. Ну, я лично здесь встречался с родственниками Зязикова, Идриса, принесли мне кое-какие фотографии. Я думаю, что мы успеем к юбилею республики открыть этот памятник. Вот видите, вот тут в числе вот его там изречений, вот мне прислали вот такое, вот он пишет: «Кто жил так, что память о нем свято сохраняется в сердцах людей, которых он любил, тот сделал великое дело для продолжения своего существования на долгие века. И только тот народ, который чтит память своих героев, может стать великим». Понимаете? Это очень, очень такие трогательные слова. Он свою жизнь отдал за Ингушетию, и, естественно, он заслуживает самого высокого почтения будущих поколений и нашего, и наш долг хранить память об этих людях, о нем в первую очередь, и сделать все возможное, чтобы потомки наши знали об этом славном человеке. Говоря о памяти об Идрисе Зязикове, о других ингушских деятелях, которые без преувеличения не пожалели собственной жизни ради интересов своего народа, которые доказали, что Ингушетия может и должна развиваться автономно, нужно сказать, что эта память необходима в первую очередь нам, живущим сегодня. Несмотря на то, что как бы это был недолгий период, но это был очень важный исторический момент, историческое
историческое событие в нашей истории, вот этот период, поскольку заложил такую на уровне нашего сознания, массового сознания, скажем, нашего народа, понимание того, что своя государственность необходима. Были заложены, скажем так, хоть, может быть, не такие длительные по времени, тем не менее, традиции определенные, понимание того, что без своей государственности никакого развития быть не может.